Конкурс проводится в целях поддержки в обществе идеи возрождения и сохранения национальных традиций и культурного потенциала. Текстильная аппликация, графика, лепка, дефиле кукол в национальных костюмах. Выставка экспонатов удивляет своим многообразием. Эти работы хранят память о наших славных батырах, каждый из которых отражает дух прошлого. Их авторами являются участники 7-го регионального конкурса «Страна батыров». Я из первой школы. Преподаватель Нурка Гарманов, Рафик Сальманов. Я валяла войлок. Я заняла 3-е место. Мне тут очень понравилось. Работы юных художников выполнены в различных техниках. Все картины очень яркие и оригинальные. Главной задачей жюри стало одно – выявить из множества экспонатов самые живописные, композиционные и правильные. Гран-при 7-го регионального детского и юношеского конкурса «Страна батыров» признана коллективная работа в смешанной технике под названием «Покой». Авторы: Саликулова Диана, Лекарева Виктория, Султангидзина Алина, Попова Александра, Милоша Фасидиновна. Поздравляем, это достойная победа. Молодцы! Преподаватель 4-го выпускного класса, в этом году мы выпускаемся. Вот услышали, как узнали, что «Страна батыр» именно будет номинация кукол на гран-при, мы с девочками решили попробовать завоевать эту победу и придумали вот таких вот дедушку, решили дедушку с бабушкой. Потому что в преддверии 9 мая мы вот именно хотели показать подумали и сделали вот таких кукол. Девочки активно участвовали, я им, конечно, помогала, но в основном все сделали они сами, своими руками, шили своими руками вот эти все пайетки, клеили, зашивали каждую монетку, красили. Она, как вы знаете, смешанной техники, и ткань присутствует, и фоамиран. Сложная работа, но мы справились и выиграли. Основная цель конкурса – популяризация национального творчества и традиций – достигнута. Но отдыхать юным творцам долго не придется. Ведь несмотря на то, что следующее творческое состязание еще не скоро, проявлять фантазию и талант нужно уже сейчас. Елена Афанасьева, Расима Абдрахимова, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдин, телекомпания СТВ.